Самат Хштовекович, пожалуйста, ваши вопросы. Самат Аскарович, скажите, пожалуйста, вот нашим другим гражданско-процессуальным кодексом, административно-процессуальным кодексом, там есть, да, обжалование или... Не знаю, я не практикую административные, гражданские дела. Как бы не изучал, не могу сейчас ответить. Пока вопросов нет. Нет вопросов, да? Уважаемые судьи, есть вопросы? Пожалуйста. Уважаемый Самат Аскарович, скажите, пожалуйста, вот хочу уточнить объем требований ваших, как в первом, так и в дополнительном ходатайстве. Вот норма, статья 307 УПК, которую вы оспарите на предмет конституционности, часть 2, да? Часть 2 состоит из двух нормативных положений. Первое нормативное положение говорит о том, что при неподчинении обвинителя или адвоката распоряжения председательствующего слушания дела по постановлению судьи определение суда может быть отложено, если не представляется возможным без ущерба для дела заменить данное лицо другим. И второе нормативное положение. Одновременно суд выносит частное определение и направляет вышестоящему прокурору или в соответствующий орган, или адвокатуру. В данном случае в первом нормативном положении речь идет о полномочиях суда или судьи. Вы также эту часть тоже оспариваете, да? Хотел уточнить. Здесь бы я бы отметил то, что именно вторую часть, именно так, как где указано именно вынесение частного определения. Я понял, но да. Вы же целиком ставите эту статью, да. эту часть. Целиком ставите, да? Хотел бы уточнить. Все, спасибо. Нет, давайте в этой части уточнимся. Так, Самат Аскарович. Каждое слово в законе имеет свою правовую нагрузку, регулятивную силу, так сказать, да? И если вы ставите статью целиком, то вы должны обосновать, каким образом, вот как Алкельда Джумалевич сказал, в какой части, например, первое нормативное положение, которое регулирует немного другой вопрос, да? То есть это реакцию, например, судьи на недопустимое поведение сторон на процессе. В какой части, именно в этой части вы оспариваете целиком? Потому что вы понимаете, да, что какие последствия юридические могут повлечь за собой признание в резолютивной части Конституционным судом, ну, оценки, сейчас мы не будем об этом говорить, но вы понимаете, да? Ну, я бы... Конституционные или противоречащие Конституции. Да, поэтому и уточняются ваши требования. Так, 307. Нет, ну, пусть он скажет. Уважаемый суд, так как они непосредственно взаимосвязаны, но мы бы больше поставили именно словосочетание, где говорится одновременно суд выносит частное определение в адвоката, то есть именно принятие судебным актом, который говорится, как бы... Самат Аскарович, вы поймите, скажем, наши сейчас требования, да, по поводу уточнения объема ваших требований. Там речь идет, вы против того, чтобы судья имел право каким-то образом реагировать, да, на те недопустимые, скажем, какие-то явления. Мы не знаем, мы сейчас говорим так, образно говорим об этом. Так, уважаемый суд, в этой части или что, судья не должен иметь этих полномочий? Тогда вы обоснуйте эту позицию. Мы не ограничиваем вас именно по предмету, мы просто просим от вас, чтобы вы четко понимали, чего вы хотите. Может быть, или что эта норма что-то не содержит, какие-то уточнения вы хотите. Но в этом случае вы тоже должны правильно сформулировать, да, ваши требования. Мы вот именно, уважаемый суд, считаем то, что частное определение суда, оно противоречит Конституции, именно вынесение частного определения. Мы бы то есть именно в качестве судебного да, акта. Судебный акт, именно хорошо, это в первой части, да, да. Частное определение. Мы так и записываем. Вы имеете в виду, что у нас ведется стенограмма. Мы тем самым уточняем ваш объем требований, да, ваш объем требований, и мы будем реагировать только в соответствии вот с тем, к чему мы сейчас придем. Так?
Значит, частное определение вы считаете, и это было понятно из выступления предыдущего, да? Да. Это Джаныбекова Нурсултана, выступающего, о том, что в соответствии с законом об адвокатуре, что это должно носить какое-то там письменное, обращение, просто письмо. обращение должно быть, да? Да. Так, первый вопрос, да, частное определение, разобрались в этом. Вы сейчас не оспариваете, да, полномочия судьи реагировать мы не на оспариваем, те явления, которые происходят То на есть процессе. у суда тоже должны быть полномочия реагировать в случае, так как эта статья затрагивает именно требования неподчинения обвинителя и адвоката, то есть участников процесса. У судьи должны быть полномочия реагировать в случае нарушения там, культуры, этики поведения, но не в качестве вынесения частного определения. Теперь понятно. Так, дальше. 417, да? Мы просим 417-ю проверить на конституционность. Подождите, вот здесь вы в своем выступлении сказали, да? Это не к тому, что мы вас склоняем к чему-то, мы исходим исключительно из вашего выступления. Ага. Вы еще сказали, что в частности судья вынес частное определение с конкретным требованием, да? Да, да. С конкретным требованием лишить. Там, или отозвать лицензию, я сейчас не помню, какое вы использовали выражение, да? Да, то есть, что, во-первых, это не должно быть частным определением, во-вторых, требования суда именно именно лишить лицензию, лишении, приостановить да, лицензию, да. Так как они именно в самом частном определении указывают, а комиссия по этике, она не может не исполнить решение суда. Понятно. Дальше. Теперь уже переходим, наверное, к 417, да? В 417 мы просим ее проверить на конституционность, всю статью, так как здесь нету именно полномочий суда апелляционной инстанции принять решение по частному определению. То есть здесь нету в перечне. Отсутствие, да? Да, отсутствие. То есть суд апелляционной инстанции не может выйти за рамки данной статьи, отменить, изменить частное определение, либо оставить в силе. Ясно, да? Все, мы разобрались с этим вопросом? Или еще что-то осталось? Нет, да? Ну все, хорошо, да? Так, еще вопросы уважаемые судьи, есть еще вопросы? К обращающей стороне есть еще вопросы? Ну, я думаю, тогда все это прояснялось, да? Ну, присаживайтесь тогда. Спасибо.